Более 400 кандидатов в депутаты представительных органов власти в Башкортостане выдвинула партия КПРФ. Выборы пройдут с 11 по 13 сентября. Обсудим детали вместе с первым секретарем Башкирского райкома КПРФ Юниром Кутлугужиным. Юнир Галимьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по порядку. Хотелось бы в начале нашего разговора обсудить, насколько была масштабной подготовка к выборам 2020. Действительно, выборы – это важные политические мероприятия в нашей республике. И, конечно же, коронавирусная инфекция внесла свои поправки, и поэтому мы уже второй раз уже на выборах используем многодневные голосования. К этим выборам мы, как всегда, подготовились тщательно и очень серьезно. В этом году мы в районные советы и городские советы выдвинули всего 456 кандидатов от КПРФ. Пришли молодые, грамотные и опытные наши товарищи. И каждый из них в этом году достойно ведут подготовительную работу, агитационную работу перед выборами и настроенной только на победу. Как вы оцениваете их шансы на победу? Шансы у нашего каждого кандидата имеются, только надо со всей серьезностью отнестись к этому вопросу. Во-первых, после регистрации нужно хорошо проводить агитационную работу, узнать проблемы, вопросы и беды наших избирателей. И мы же работаем ради них, и поэтому, когда мы узнаем их проблемы, мы уже на этой основе вырабатываем общереспубликанскую предвыборную программу, и дальше уже каждый кандидат уже вырабатывает свою стратегию и тактику на каждом избирательном участке. Какую проверку проводили вы в отношении этих кандидатов? Кандидатами в депутаты мы, конечно, сразу же не выдвигаем, потому что эта ответственность налагается в целом на республиканскую партийную организацию и на каждого кандидата. Эти товарищи к нам приходят заблаговременно, за 2-3 года. Они общаются с нашими коммунистами, с партийными организациями, и в ходе деловых поступков, решения каких-то вопросов по месту жительства уже кандидат обращается в местное отделение КПРФ, и на заседании комитета после обсуждения и по согласованию с бюро Республиканского комитета КПРФ мы выдвигаем наших кандидатов. Также будут довыборы в региональный парламент. Как вы оцениваете эту часть? Это тоже своего рода очень ответственная работа, и мы всегда выдвигаем наших кандидатов. В этот раз мы по металлургическому избирательному округу выдвинули опытного, скажем, уже человека в возрасте, который работает фермерским хозяйством. Он уже избирался несколько созывов депутатом районного совета, и он сам посчитал, и мы его поддержали, что он уже готов выдвигаться на уровень республики. А по Новиковскому избирательному округу, по Советскому району города Уфы, мы выдвинули молодого парня 1994 года, молодой коммунист, грамотный, он работает в составе райкома уже более 5 лет, и считаем, что он тоже достойно будет представлять молодежную часть нашей республики. Формат проведения выборов с 11 по 13 сентября не единый день голосования, а вот плюс еще досрочный. Как вы оцениваете такой формат? Да, действительно, вот из-за COVID-19 мы голосуем несколько дней. В целом наша партия КПРФ, я сам лично, против таких многодневных голосований. И сегодня мы уже наблюдаем на некоторых избирательных участках идут на нарушения. Тем самым это ущемляет и права наших избирателей, но и кандидатов, выдвинутых от других политических партий, я имею в виду, кроме «Единой России». Досрочные голосования мы должны проводить только в том случае, когда
избирателю необходимо куда-то выехать по какой-то причине, скажем, на работу, или выехать на лечение, или на учебу выезжает, в этих случаях только по уважительным причинам они должны голосовать. А не так, как на некоторых участках до 40–50% избирателей загоняют путем досрочного голосования. И голосование в течение 3 дней тоже накладывает на политические партии, на мелкие, скажем, такую затрудненность производства контроля в течение 3 дней. Мы, крупная политическая партия в республике, тоже мы не в состоянии в течение 3 дней проводить контроль. Если бы один день, вот основной день 13 сентября, мы бы, конечно, управились сполна. И когда создаются сомнительные, скажем, возможности для членов УИ, которые уже сидят по 20 и более лет, они идут на всякого рода, скажем, фальсификации и обмана избирателей. Вот этого я прошу не допускать. Еще время есть, надо исправить. Давайте в этом году проведем честные и чистые выборы. Юрий Галимьянович, в Ишимбайском районе несколько представителей КПРФ объявили о том, что готовы сняться с выборов. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Действительно, в Ишимбайском районе, в городе Ишимбай, наши кандидаты по неизвестным пока нам причинам подали заявление об отказе от выборов. Мы считаем это неправильный поступок. Мы сегодня вот в 3 часа дня на заседании бюро тщательным образом разберемся и сделаем соответствующие выводы. И территориальная комиссия, мы считаем, что пошла на нарушение, потому что мы кандидатами выдвигали на заседаниях комитетов, а партийные собрания приняло решение отозвать наших кандидатов. Это грубые нарушения устава партии, и я думаю, что и нарушение закона о выборах. Поэтому мы уже после обсуждения и принятия решения на заседании бюро Рискома обратимся в соответствующие органы, чтобы отменить все эти отзывы от кандидатов. Тем более в Ишимбайском районе обстановка, скажем, накаленная в этом году в связи с горой Куштау, и кандидаты от КПРФ должны принять участие и бороться за мандаты. Юрий Галимьянович, давайте ситуацию вокруг горы Куштау мы обсудим чуть позже. Еще один вопрос. На сайте КПРФ Башкортостана объявление висит с просьбой поддержать финансово тех, кто поддерживает КПРФ, и прислать деньги. Вот есть ли отклик? Есть, конечно. Ну, здесь, надо сказать, пожертвования поступают, но, скажем уж, небольшими суммами. Но, тем не менее, каждый гражданин нашей республики имеет возможность поддержать КПРФ. В этом году мы на деле чувствуем, что люди поддерживают позицию КПРФ. Я думаю, что и надеюсь на поддержку наших кандидатов. Но еще время есть, и у кого есть возможность финансово поддержать, мы, конечно, с удовольствием будем принимать и будем благодарны. По-моему, в предыдущие годы такой практики не применялось. Мы с чем связано, что в этом году именно к этому вопросу относимся очень скромно, поэтому мы не, скажем, не рекламировали. Ну, пожертвования они постоянно есть, были и, наверное, будут. Позиция по горе Куштау и ситуация с башкирской содовой компанией КПРФ, в чем она заключается? В этом году проблема с горой Куштау была поднята на уровень федеральной власти, и сегодня Республиканский комитет КПРФ проявляет свое согласие с принятыми решениями на уровне федеральной власти и республиканской власти, потому что мы именно одна из политических партий имели в виду вот эти положения. Во-первых, объявить Шиханой
особо охраняемыми природными территориями, и гору Куштау надо оставить в покое. Там есть достаточно сырья для поддержки производства, и мы за сохранение трудового коллектива БСК, и мы отметили в своей резолюции, когда мы рассматривали на круглом столе, что БСК несет полную ответственность за те, скажем, нанесенные ущербы природе и вокруг Стерлитамака на Шиханах. Вот с этим безобразием надо кончать. И правительство республики не должно стоять в стороне. Они именно должны являться руководителями и направлять, и настойчиво предлагать компании БСК, чтобы они за собой убирали и нанесенный ущерб возместили сполна. И на этой основе жители города Стерлитамак и близлежащих населенных пунктов не должны нести вред для своего здоровья. Вот-вот начнется осенняя сессия регионального парламента. Какие основные вопросы будут выдвигать КПРФ? У нас законопроекты готовятся, и мы и в дальнейшем будем готовить. Они будут направлены прежде всего на поддержание производственных объектов наших местных товаропроизводителей и будут направлены на социальную поддержку прежде всего ветеранов войны и труда, также молодежи, поддержка многодетных семей и больных и инвалидов. Спасибо большое, Юнир Галимьянович. Напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, и мы говорили о деятельности партии. Оставайтесь на БСТ.